Слушай, ну прошло 2 года с нашей последней беседы. Время летит быстро. Время это летит безумие. Быстро. За это время ты выпустил прям огромное количество альбомов. Штуки 3. Штуки 3 за 2 года. Это очень продуктивно, тем более для автора-исполнителя. Да я могу хоть каждый день записывать. Вот, просто смысл. Вот. А с чем связана вот такая продуктивность именно в последние годы? Да пока есть что сказать. То есть у меня это даже не последние годы. У меня каждый год там стабильно хотя бы по альбому выходит. Вот, потому что сейчас даже происходит такая более жесткая фильтрация репертуара. Раньше, вот если я, допустим, пишу 10 песен, и из них там, одну выбрасываю, наверное. А сейчас наоборот, я пишу сейчас 10 песен, и из них хотя бы хоть одна бы свет увидела. А так материала не записанного у меня сейчас есть альбомов на 7. Это прям уже сконструированных почти до конца истории. Каждый альбом как история. Но я просто не вижу смысла выпускать их в таком количестве. В этом году я нового альбома писать не буду. Я буду переиздавать один старый, который 10 лет назад по недоразумению не был издан там на физических носителях. И вообще про него там не так много народу знает, как оказалось. Вот. А так в целом... Завидую по белому, наверное, тем людям, которые там выпускают альбом раз в 10 лет, и все. И больше никак. Как сказал классик, если ты можешь не писать, не пиши. Ну да. То есть у тебя получается такая ситуация, что у тебя есть что сказать, тебе хочется... Да, потому что в дороге происходит множество всяких событий, и там такой прям богатый материал для творческого процесса. И поэтому я там пишу постоянно. Я знаю, ты очень много проводишь времени в плацкартных вагонах, в блаблакарах и так далее. Блаблакар, да. Короче, в прошлом году я наездил экватор. Там блаблакар как-то считал, и я наездил там почти экватор. Вот что-то 30 с небольшим тысяч километров. Только на блаблакаре. Не считая РЖД. Не считая РЖД, да, не считая перелетов. Вот такая статистика. Какие-нибудь за последние годы наиболее впечатлившие тебя эпизоды можешь вспомнить? Эпизоды из РЖД, блаблакара или из самолета? Давай, РЖД и блаблакар. Вот. С блаблакара сейчас вспомню. Последний раз я ехал с бандитом из этого. Он ехал откуда-то из Перми и вообще куда-то в Гомель. Вот. И вот мы всю дорогу с ним говорили про тюрьмы. А третий человек, который с нами ехал, он очень сильно боялся нас. Вот. Хотя в целом я сам водителя немного побаивался. Я его когда увидел, такой прям человек, который с 90-х совершенно не поменялся ни комплекцией, ни манерой общения с окружающим миром. Вот. И мы с ним всю дорогу говорили там, то про тюрьмы. Я его больше... Нашли сразу общую тему. Я его начал спрашивать как пермяка про Сергея Наговицына, про такого шансонье. И вот мы там проболтали всю дорогу. Офигенный дядька оказался. Просто на своей волне немного. Вот. Однажды я проспал свою смерть на блаблакаре. Я, ехал с ребятами там на каком-то «Жигули», и трасса оледенела, и я что-то слышу, крики, шум, грохот, а я сплю. Вот. Выяснилось, что мы перевернулись там в кювет куда-то, что-то за малым там до дерева до этого не доехали, и все, и ребята там в шоке были. Я думаю, даже помереть по-человечески не могу. Я проспал свою смерть, вот когда нужно прям было бояться, когда ты куда-то летишь в неизвестность. Когда ехал во Владивосток, я там с чуваком на руках боролся. Вот он такой был страшный тип. Николай его звали, он из города Комсомольска-на-Амуре. Об этом знал весь вагон, потому что он всем представлялся. Я Николай из Комсомольска-на-Амуре. Я думал, он кричал вот. Просто. Мы с ним хотели подраться. Да, я ему предложил сначала подраться, мы пошли, в тамбур. Потом проводница завизжала и сказала, что типа того, сейчас милицию вызову. Я говорю, ладно, пойдем на руках бороться. А он был самый буйный в вагоне, его никто не мог утихомирить. Вот. И мы с ним поборолись на руках. Вот. Я его победил, и потом мы с ним подружились. А что-то именно вдохновляющее тебя на творчество, вот именно из таких жизненных событий? Что-то было в последнее время? Последнее время? Сегодня мне рассказали, как вот у вас в Якутске на корпоративе умер Дед Мороз. Вот. Это будет песня стопудово, потому что смерть Деда Мороза – это не просто смерть человека, это смерть символическая. То, что я просто представил ситуацию, как вот дети, например, сидят дома, ждут подарки, елки. Приходит к ним, например, Дед Мороз домой и ласты заворачивает, вот прям падает. И это же не просто смерть человека, это смерть чуда.
вот какого-то. То есть смерть такого человека, который транслирует чудо, который приносит чудо. И вот это такая самая, наверное, страшная детская травма, когда ты увидишь, как умирает Дед Мороз. Знаешь, это должно было быть еще так, чтобы ребенок не верил в Деда Мороза. Дед Мороз пришел, он говорит, это какой-то мужик. А Дед Мороз умирает, и после этого ребенок начинает верить в Деда Мороза. Вот, может быть. Что-то такое. Я так понял, что ты свое творчество концептуально делишь именно, меришь альбомами, чем треками. Вот, Конечно. То есть для тебя концепция альбома все-таки первична. Безусловно, да. И сейчас, кстати, эта концепция, она вообще отмирает, вот, по сути, там, в музыке. Потому что сейчас все делают синглами, а то и просто какими-то треками. Вот. А мне интересно, вот как вот такому староверу в плане подачи информации. Мне интересна все-таки альбомная история. Вот это же происходит из-за того, что, по сути, люди отвыкли концентрироваться на чем-то длительное время. То есть Безусловно. трек можно послушать, альбом уже тяжело. Безусловно. Ты вот не боишься, что таким образом твой слушатель может потенциальный не услышать тебя? Да не особо. Я же там, в принципе, не от ума все это делаю. Я делаю так, как оно происходит, как оно делается. И у меня нету там мыслей, там, как на это кто отреагирует. Я понимаю, сейчас просто клиповое мышление у людей, поэтому они отвыкли от таких лонгридов, отвыкли от больших объемов подачи информации. Я даже про себя это могу сказать. Я вчера, когда смотрел YouTube, я даже редкий клип могу досмотреть до конца. Но включил концерт Марка Рибо в Копенгагене и залип. Потом сразу второй, третий. Я 2,5 часа просидел, смотрев Марка Рибо. Вот у меня там целостно прям был. И я понимаю, что сейчас у людей примерно вот такая же проблема, что они не могут сконцентрироваться на больших объемах информации. Вот я все это понимаю, но мне просто интереснее вот именно вот история альбома. Да тем более альбомы у меня там песен 8 там в них. Это все-таки такой компромисс между макси-синглом и альбомом. Расскажи о концепциях вот твоих будущих альбомов. Мы вчера немножко говорили про это. Вот, какие у тебя в планах? В планах у меня будет альбом на тюремную тематику. Просто я там очень сильно хочу коснуться этой темы. Почему в России прижились уголовные понятия и почему в России есть такое сочувствие к арестантам, почему в России человек чувствует себя как в тюрьме. Мне просто хочется этот феномен описать без всякой защиты криминального мира, без всяких обвинений, инвектив. Мне хочется, чтобы это было такое культурологическое исследование, в котором я просто хочу раскрыть этот феномен и поделиться своими мыслями по этому поводу. Вот, то есть, откуда сложился вот этот тюремный тоннель реальности в России, который, в общем-то, занимает такую достаточно огромную территорию, скажем так, в умах людей. А лично ты сам как относишься вообще? Вот если попытаться отбросить рациональный какой-то аспект, как ты относишься и к культуре к этой, и к людям? То есть, и вот ты сам сказал, что люди тоже чувствуют себя как в тюрьме. Ты чувствуешь себя как в тюрьме? Я? В целом, уже нет, наверное. Раньше было. И как произошла перемена? А там просто иное отношение к жизни и смерти. Когда началось, тогда уже понимаешь, что ты свободен, и карт-бланш там любой. И при том тюрьма — это тоже понятие условное, потому что я играл концерт в колонии, когда летом я видел там такую картину, что одна и та же территория, но один там, например, ходит в перстне золотом, условно говоря, в аккуратной робе, а второй там метет двор, там собирает бычки. И это одна и та же территория, одни и те же условия и у того, и у второго. А почему один так, а другой так? Кто-то сидит в тюрьме и там что-то занимается чудовищными самокопаниями, рефлексиями, там, угрызениями, а другой в это время учит английский там, или штангу тягает, или что-то такое. И я понял, что просто это все относительно. Это все очень относительно, и опять же, я просто перестал себя чувствовать, как в тюрьме, потому что понял, что мне везде будет примерно одинаково. В каком возрасте примерно ты начал ощущать себя свободным? Свободным? Да это произошло не так давно, может быть, лет 5 назад. Так, 6. Я просто понял, что у меня полный карт-бланш действий, я могу делать все, что я захочу. За исключением, может быть, каких-то мелких нюансов, но все решаемо, и
в общем-то... Ну, просто мне кажется, это вот в становлении личности у каждого человека есть такой порог, который, переступая через который человек начинает чувствовать себя более комфортно, неважно, как он это формулирует. И вот мне интересно, какими инструментами лично ты достиг, допустим, вот этого? Ну, мне, во-первых, здорово помогла жизнь в дороге. Вот. А это все-таки тоже определенный тренинг по перестройке личности. И там, когда смотришь, насколько другие как-то не свободно живут люди, вот, понимаешь то, что, мне еще не на что жаловаться. Вот. А у меня как это все? Я говорю, просто радикальный способ. Я долгое время живу в дороге, и это прям помогает вот, обретать определенную свободу действий и мыслей. Вот. У меня там не было какой-то, знаешь, у меня не было задачи такой даже изначально, что вот я хочу не чувствовать себя как в тюрьме. Просто оно как само собой произошло. Я просто понял, что даже если я попаду в места лишения свободы, у меня там будет все примерно одинаково. Что здесь, что там. Я-то от себя никуда не денусь и не убегу. Вот. Просто вряд ли это изменит вектор моего движения. То есть я знаю, куда двигаться, как идти, к чему стремиться. И поэтому это и есть свобода, и поэтому там... Меня ничего не тяготит, скажем так, сильно. Ну, давай поговорим о поколении молодом, незнакомом. Сейчас оно уже для меня незнакомое. Я такой что-то думал недавно, что уже прям пропасть ощущается такая. Мы тоже начинаем воленс-ноленс ощущать это, что все-таки в плане не столько даже мыслей, сколько в плане их выражения становится что-то непонятно. И вот сейчас интересная очень ситуация в музыкальной сфере сложилась, что андеграунд становится модным, мейнстримным. Так он уже, давно стал мейнстримом, и там собираемость в андеграунде, она, по-моему, даже у отдельных команд, она сопоставима. Она сопоставима с такими топовыми командами русского рока. Ну, там, например, какие-нибудь «Пассаж», там они собирают сейчас на сольник, может быть, больше, чем группа «Пилот» в отдельных городах. Да, мне кажется, определенно. И вот поэтому такой интересный вопрос, что молодежь все равно разделяет в андеграунде течение. Есть вот модный андеграунд со своим модным протестом, условно говоря. Я не вкладываю в это сейчас какой-то отрицательный смысл. Я имею в виду, что просто действительно это есть... данность. Да, есть свои какие-то течения. И как ты вообще относишься вот к более популярному андеграунду, скажем так, вот, который прямо на слуху, который слушают школьники? Ну, относительно спокойно. Я тоже пасу эту поляну, там, смотрю, что там происходит, кого-то слушаю. Мне там почти ничего не нравится. То есть это, опять же, я понимаю, что может быть дело возраста и дело уже формы подачи материала, потому что, ну, вот я слушал там тех же порнофильмов, мне это не нравится. То есть я понимаю, что это не совсем андеграунд, скажем так. Это уже от ума, потому что когда человек собирает прям огромные такие большие залы, там уже менеджмент есть. А когда есть менеджмент, это уже такое от ума происходит. Я тут сейчас подумал, что вот этот андеграунд, про который мы говорим, такой модный, он, по сути, отличается от мейнстрима только тем, что вот их по телеку не всегда показывают. Вот и все. То есть это вот все равно старое представление о том, что ты там являешься не андеграундом, если тебя там показывают по телеку, если тебя крутят по радио. Сейчас просто мир здорово поменялся, и там вот в интернете есть тоже свои уже звезды. И я думаю, что интернет — это такая же тема типа телевизора. То, что туда можно занести бабки там, и раскручиваться вполне спокойно. Там тебе будут накручивать просмотры, лайки и все, что ты пожелаешь. Это тоже... Это та же самая система, как говорят люди, которые говорят, что я давно не смотрю телевизор, но при этом торчат в интернете круглые сутки. Это все равно, что алкоголик, который говорит, что я не пью, но... Я не пью, но при этом крепко сижу на интернет, да, и те, кто через интернет раскручиваются, так там не сказать, что это какой-то андеграунд, да. Например, можно ли назвать группу Little Big андеграундом? Это прекрасная команда, но они явно не андеграунд никак. Ну, при этом они плотят группы Джейн Эйр, которые, в свою очередь, по сути-то являются такой типичной питерской андеграундной группой. Хотя, по телеку их крутили. Конечно. Но мне больше вот интересно, что это апологетика, протест, эстетика. Я не люблю эти команды совершенно, потому что я не вижу там реально протестующих чуваков. То есть как, они не сидят в тюрьмах, их никто, в принципе, не гоняет особо. Ну, это если брать гламурный такой модный протест. Их никто не гоняет за их песни. Ну, по-нормальному, чтобы так гоняли, чтобы там головы проламывали, там,
чтобы они жили на нелегальном положении. То есть вот этого нету. Ну, а как же вот отмены концертов были? Вот Это, опять же, это вот как раз возвращаемся к нашему вопросу о тюрьме и о свободе. То, что эту отмену концертов можно же по-разному разыграть. Это, наоборот, по-моему, они радоваться должны, что им их отменяют, потому что запрет на искусство всегда возрастает в цене. И вот взять, как Димка Хаски эту тему разрулил, он же, по-моему, филигранно вышел из этой ситуации, еще даже оказался в небольшом плюсе. Ну, там просто они взрослые люди и попытались эту проблему по-взрослому уже решить. То есть попытались вообще решить эту проблему. То есть, допустим, ну, ты как к Icepeak относишься? А к Icepeak... Вообще хорошая группа. Так. Я смотрел их, да, клипы. Интересно, да. Вот, ничего так. Ну, мне кажется, вот то, что они используют там какие-то народные мотивы в аранжировках, ну, это не так банально выглядит, как могло бы быть. Ну да. Это часть их такого постмодернистского уже дискурса, и там, понятно. Ну, она нормальная команда совершенно, да. А просто я думаю, что когда запрещают тебя, ну, Pussy Riot, это же, по-моему, стандартная история, хайпа на этой теме. Вот. И, допустим, если ты там грамотно все выйдешь из этой ситуации, то тебе это будет только в плюс. А так, отменять концерты, ну, как можно запретить музыканту не играть концертов? Я понимаю, что там вот в Иране действительно запрещают. Я когда читал в «Русском репортере», помню, большой материал про иранских рок-музыкантов, когда там смертная казнь за это полагается. Вот это запрещают. Или, например, были такие группы, играли гаражный рок, и жили они случайно в Камбодже, когда там Пол Пот зверствовал. И там же многих казнили. Вот это запрещают. А так, когда тебя там просто в клуб не пустили, там, ну, можно сыграть на лестничной клетке там где-то рядом. Или как Noise MC сделать, которому в Белгороде там тоже концерты запретили. Он вернул гонорар и просто поехал, спел людям в парке. А потом поехал в детский хоспис. Вот. Ну, это же круто, да. Но при этом я понимаю, что это раз прокатит, два прокатит, три прокатит. Ну, я не знаю, вот, у кого там прям вот запретили у них концерты, и они прям опустили лапы, все, мы не хотим. Вот это мне странно, если такие музыканты вообще. Вот. Как можно там запретить рыбе плавать в воде? Вот. Как можно там запретить музыканту петь? Это его естественная потребность. Вот. Поэтому, да, я понимаю, там, например, ну, просто вот этот протест, который сейчас есть, не знаю, многие хайпуют на этой теме, потому что реальные социальные проблемы их, наверное, не сильно волнуют. Ну вот как ты считаешь, вообще протест, бунт, который изначально, допустим, рок-музыки был, ну, там очень много слов было про это сказано, был свойственно рок-музыке, потом у нас в России это перенял хип-хоп. Ну да, хип-хоп взял эстафетную палочку. Но вот вопрос в том, насколько это вообще важно для решения каких-то социальных проблем. И вообще влияет ли это на решение как раз-таки социальных проблем? И есть ли у музыкантов такая цель решать эти социальные проблемы, если что-то пошло? Я знаю вот только один самый яркий пример из этой истории, что Боно из группы YouTube где-то он там вооруженный конфликт остановил. Да. В Ирландии. Ирландская революционная армия. Да. И вот это КПД действительно. Вот. А так я считаю, что это надо все равно. Ну, надо высказываться на эти темы, если есть такая необходимость. Поскольку если мы все не будем высказываться, то мир быстро станет очень злым. И все, поэтому так. Но просто мне больше не нравятся люди, которые хайпуют на этой теме и которые примазываются к этой движухе, чтобы зарабатывать на этом деньги. Вот они мне больше всего и не нравятся. А так, в целом, я понимаю, что причин много для того, чтобы бунтовать. И вообще рок-музыка, она и как бы не сразу, по-моему, она стала протестной, потому что она изначально была танцевальной. Да, танцевальная, качаться. Да, протестом она стала немножко позже. Но и при этом, да. В рэпчине тоже там все не так просто. Там есть протестные ребята, но некоторые там... Ну, в смысле, что у нас вот андеграундная волна, которую открыл ГРОТ, 2517, то есть это все-таки социально, остро социально. Безусловно, да. И для меня вот как раз та омская волна, начало вот именно, ну, когда в 10-х годах, начало 10-х годов они появились, для меня вот их песни были гораздо большим протестом, нежели вот песни каких-нибудь вот нынешних таких рэперов, которые протестуют. Потому что тогда они протестовали не просто против там абстрактной власти. Они против конкретных вещей. Они протестовали против конкретных вещей и против образа жизни
Вот. Они замахнулись там на целый образ жизни человечества и предлагали позитивную альтернативу. И это было очень сильно. Мне кажется, у них был такой мощнейший тогда протестный потенциал. Ну, тоже с Гротом такая тема, что сразу очень много там ультраправых пацанов подхватили. Безусловно, да. И как потом немножко пришлось отходить. Ну, им не пришлось, там просто все само собой произошло, что они немножко... Какое-то время они на этой волне ехали, а потом у них произошел поворот в творческой биографии. И если взять, допустим, нынешний Грот, который сейчас есть, то он отличается от поселковых вечеров, от алкотестера. Он такой более мягкий, более космополитичный. И мне кажется, что вот именно старые люди, которые слушали Грот в 2010 году, они сейчас, наверное, там... Грот мало сейчас коррелирует с их какими-то движухами. Ну и как ты считаешь, все-таки в каком аспекте, ну, сложно, конечно, судить по группе, но насколько они были эффективны именно в реализации каких-то вот социальных функций тогда или сейчас? Так они же целую волну тогда породили. Да. Целую волну людей, которые занимаются спортом, которые там бросали вредные привычки. Это очень важная была движуха, на мой взгляд. Потому что люди стали задумываться о том, что вот этот разрушительный, деструктивный образ жизни, он ни к чему хорошему не приведет, что просто критиковать это неправильно, нужно прежде всего над собой впахивать, менять себя изнутри, и только тогда уже, когда ты себя изнутри поменяешь, тогда уже переходить на внешний мир. Вот это была очень важная движуха и очень важный месседж, который они несли своим творчеством. И они, в общем-то, его нормально реализовали, была целая волна. Но при этом буквально через год, через два у Бледного как раз-таки было, что там за Русь я в PlayStation дико рублюсь, ношу Фредак, не курю, не пью, не колюсь. То есть уже тогда самим музыкантам стало очевидно, что вот форму вроде бы люди приняли, а по факту, ну, пить меньше не стали. То есть, там просто не было задачи, мне кажется, нет задачи, чтобы прям повально все бросили пить. Вот все, кто хоть раз услышал группу, вытянуть-то там все равно получается из общей массы 5%. Вот, а так там... Я думаю, что изначально даже вот у Бледного, наверное, точно не было головокружения от успехов, скажем так. Потому что Андрей, он очень умный человек, и он-то понимает, что там, всех сразу вытянуть. Он вот в этом плане он, наверное, не такой идеалист там. Вот, что там вытянуть их не получится сразу. Что вот все прям беспрекословно послушали, перестали пить и стали хорошими людьми. Вот. Вот у тебя был совместный трек с 2517, и, наверное, очень многим фанатам и твоим, и группы 2517 интересно, планируете ли вы что-то еще? Да я с удовольствием. Просто время на это нужно, опять же. А так, в целом, я только за. Хотя, может быть, не знаю, может быть, один трек этого достаточно вполне. Вот, потому что так оно тогда срослось, мы как-то срезонировали, и меня это очень обрадовало, что оно все срослось. Вообще, это группа номер 1 в России сейчас. Я вот сколько лет их слушаю, и последние где-то вот лет 5, там 6, в моем личном топе они прям номер 1 в России вообще. Ну, вот сейчас они стали однозначным мейнстримом. Они, просто там дело даже в том, что они завоевали сердца широкой аудитории. Слишком, да, чтобы ее игнорировать. И поэтому вот «Квартирник» у Маргулиса, и мы видим, что там играет 2517. Ну да, вот. И, по крайней мере, я знаю, что это их зовут, они сами никуда не напрашиваются. То есть, и я рад, что у них есть такое влияние, потому что они те люди, которые достойны и готовы к тому, чтобы иметь такое влияние на широкие массы. Вот. Просто, опять же, тут важен момент КПД. Вот, а у них миссия есть. И если, допустим, одно дело, когда тебя там 10 человек слушают, а другое дело, когда 10 тысяч. Если у тебя есть миссия, если тебе есть что сказать, если у тебя есть дар рассказать так, что это поймут там десятки тысяч людей и поймут правильно, то это очень хорошо, что есть возможность выступать на большой сцене. Вот, и собирать большие залы. Я вот был у них на концерте в Нижнем Новгороде недавно. Там зал до отказа набитый, просто там 1000 человек в зале. И это не все желающие, насколько я знаю. Это очень круто. У них везде там аншлаги, солдаут, и это вполне заслуженно. В чем ты видишь свою миссию? То есть, что ты бы хотел сказать
Да я особо, что могу сказать, там, спеть песню, и человеку легче станет, если это уже хорошо. Я там не беру на себя много в этом плане. Приехал, спел песню, человеку стало лучше. Уже благо все. Ну вот мы еще 2 года назад пришли к выводу, что у тебя песни стали добрее. Да, да. Но тем не менее, все-таки относительно многих твоих песен можно сказать, что вряд ли человек прям развеселится, когда их услышит. А не обязательно, чтобы он веселился, вот, потому что иногда человеку, чтобы стало лучше, ему нужно погрустить. Иногда, чтобы ему стало лучше, ему нужно о чем-то задуматься. И надо, чтобы ему стало лучше, что он должен до чего-то там сам допетрить и понять, блин, а вот и сравнить с чем-то, например. Он послушал песню, блин, а у чувака было все хуже, чем у меня, развеселился. Вот и все. Поэтому здесь важен момент следующий, что, опять же, не всегда нужно человеку прям смеяться, улыбаться, радоваться для того, чтобы ему стало комфортнее и лучше. Ну да, ты в каком-то из интервью говорил, что такой жанр, как анти-регги, как противопоставление вот позитиву искусственному. Ну просто да, просто я вот больше не люблю искусственный позитив, я лучше чисто негатив, наверное, посмотрю, там вот как интервью Майка Тайсона, чем такой натужный искусственный позитив. Ну а ты слушал, допустим, Комитет охраны тепла? Я люблю эту группу очень. Вот. А там другая история. Олди, он более коренной чувак, и у него позитивных вибраций вообще никогда отродясь не было. У него был тюремный опыт солидный такой достаточно, насколько я знаю, откуда у него вот эти перстни были тут наколоты на руках. И он же, по сути, пел такие мрачные растаманские песни. То есть он был растаманом мрачного склада, который понимает, что там Ямайки никогда не достигнет. Вот. Он даже не верит в существование. Ну, он знает, что она где-то, может быть, есть, но физическое существование ее он не верит. Это, наверное, где-то вот как какой-то град Китиш для него. Олди, да, у него более крутая была история с регги, потому что я там видел вот такой русифицированный вариант регги, пропущенный вот через русские вещи и пропущенный через призму вот этого холодного Кенигсберга, вот, его родного города. Это очень круто звучало. Вот. А просто, да, Гера Моралес, когда его слушаю, это мейнстрим чистой воды, вот в плохом смысле, потому что, я не вижу там подлинного позитива, потому что я не думаю, что это очень добрый чувачок. Я его интервью видел, не особо он добрый. Вот. И мне там неинтересно просто. Я лучше послушаю группу Black Uhuru, я лучше послушаю там Скаталайтс каких-нибудь, я лучше послушаю группу Voodoo Dread House, я лучше послушаю там Питера Тоша там, или того же Марли, чтобы примерно там чтобы этот позитив по-настоящему видеть. А вот эти все копирки, они мне не особо нравятся. Ну, то есть ты считаешь, что вот эта самостийность какая-то, она обязана для всех? Для меня важнее она. Просто как для слушателя и как для потребителя. Потому что мне интересно все-таки, что я вижу что-то самобытное такое интересное. Вот, поэтому для меня это важно. Ну, я по общению с тобой понимаю, что ты все-таки вот ближе к той волне постпанка, то есть русского рока, вот того ответвления, которое вот именно было ближе к андеграунду. Какие это я стал таким. А так-то я воспитан на русском роке, и, в общем-то, просто я в свое время этой информацией наелся, и потом мне стал интересен именно вообще мир окружающий, и поэтому я люблю и постпанк, и я много стилей слушаю, очень много всего. И вот я знаю, ты вот вчера сказал, что, возможно, в каких-то треках ты, может быть, с Летовым сыграешь, да, то есть там, где нужны будут духовые партии. Вот расскажи об этом. Я очень хочу это сделать. Просто я Сергею Федоровичу однажды позвонил, точнее написал письмо и попросил его поучаствовать в моем альбоме вот в крайнем, в «Три сына». Мы что-то там, он говорит, да, не вопрос, все сделаем. А мне там в 2 песнях духовушечки нужны были. Но у него папа умер, и я просто не стал его беспокоить. Там буквально что-то месяца, и у него папа умирает. И я не стал его беспокоить и тревожить, потому что человеку явно было не до этого, и я просто не позволил бы себе вот так вот. Вот, Сереж, там туда-сюда принимайте соболезнования. Вот, а помните, что вот мы собрались. Сейчас я планирую опять с ним связываться, чтобы он принял участие там в работе там над одним треком. Вот, потому что мне очень нравится, как он делает, он мастер. Настоящий мастер мирового уровня. Уровня Джона Зорна и других матерых людей, которые играют на духовых. Крутой достаточно такой. Вчера очень интересный ты факт рассказал, что тебе предлагали батлиться с Лехой Никоновым. Да, было такое. Я отказался. Почему? Просто мне не нравится сама форма
вот этого всего. То есть, мне кажется, что человек, он должен лезть только на свою поляну. Ну, условно говоря. Когда ты приходишь на чужую поляну, ты там как клоун себя будешь чувствовать и выглядеть, наверное. Потому что туда вот полезли, на Версусы полезли все там сразу. И блогеры какие-то, и просто там праздные зеваки, и полузабытые звезды, чтобы вот именно дозу хайпа получить. А мне хайп особо не нужен, и мне кажется, что я там долго не смогу вот это вот терпеть, слушать там, когда тебя поддевают это. И такие вопросы, они там решаются другим образом. И если у меня, допустим, какие-то были бы претензии к Алексею, я бы все это, пожалуй, решал не в публичном пространстве. А там получается, что вот стоит, допустим, чувак, стравил двух чуваков и радостный. То есть он как бы не при делах. Вот. И мне вот это не нравится. А тебе не кажется, что это на самом деле очень интересный повод стимулировать какой-то творческий процесс? То есть, что именно вот в этом конфликте, пусть искусственном, пусть на самом деле, ну, действительно фейковом, по сути дела, что в этом конфликте, в надуманном поводе может таиться какой-то хороший стимул для того, чтобы написать что-то действительно сильное. Не-не-не, я это вообще не расценивал как извлечь какую-то творческую выгоду с этого, потому что я там все понимаю, что там надо писать текст, что там можно что-то интересное родить, но мне не хотелось бы этого делать, потому что... То есть тебе сам формат просто... Формат не нравится, да. Я там понимаю, что я в этом формате не был бы гармоничен, вот и все. То есть я себя в этом формате не вижу. Есть люди, которые в этом виртуозы. Там Гнойный тот же, он виртуоз абсолютно этого же. У него это все гармонично выходит, и вот он там на одном из последних каких-то там... Я смотрел на Ютубе что-то какое-то шоу, где там Юрий Лоза был, вот тех самых. И, короче, там Гнойный приходил, и просто кто-то решил там его поддеть, что вот это там очень просто, то, что он делает. А выяснилось, что вообще не просто поддевать, и что... Батлицы это тоже целое искусство, и там есть свои корифеи в этом жанре, поэтому чем мне туда на их поляну лезть? Зачем мне это надо, когда я там буду как дурак выглядеть? Вот, поэтому так. Это все равно, что да, попробовать балет, там станцевать, что-то такое. Что тебя в последнее время вдохновляет? Меня? Для меня все время там примерно одно и то же. Дорога, истории, которые там приключаются. Музыка, она на меня сейчас сильно не влияет, там, которую я слушаю. Книги тоже, я их сейчас не так много читаю. Фильмы тоже не всегда успеваю посмотреть, и поэтому вот именно искусство, оно как таковое стороннее, оно на меня не сильно. На меня больше вот влияют эти истории, там, люди-попутчики и те, с кем я пересекаюсь в дороге. Жизненный опыт выше, чем художественное произведение? Ну, это разные вещи, мне кажется. Очень разные вещи. Если это все в совокупности есть, то это очень круто. То есть, если ты там, допустим, свой жизненный опыт можешь трансформировать в творческое какое-то там произведение, то это круто. Вот. А так, мне кажется, все в совокупности. Потому что я не знаю, там, вот, как творят музыканты, у которых нет жизненного опыта, потому что жизненный опыт, он дает переживания. Ну, переживания – это вообще основа там, любого творчества. Когда с тобой что-то приключается, происходит, когда ты там душевно травмируешься, когда ты о чем-то начинаешь переживать, вот, думать непрестанно, вот, это потом, ну, что-то волнует твою душу. А это без жизненного опыта их практически приобрести невозможно. То есть это нужно постоянно, там, чтобы что-то с тобой происходило. А для этого нужно, наверное, вести какую-то насыщенную жизнь. Хотя есть чуваки с книжным умом таким. Вот, они как-то им достаточно читать книжки, и потом они это как-то все трансформируют. Вот. Мне все-таки больше нравится, когда у человека солидный жизненный опыт, когда он там постоянно в каких-то авантюрах, как Джек Лондон, там, например. Который там... Хемингуэй. Да, Хэм тот же. Вот. Захар Прилепин. У него там как-то все это вот так вот, на грани. Вот. Как ты считаешь, трансляция своих эмоций в своем творчестве важнее, чем попытка донести какой-то месседж, какое-то сообщение? Или нет? Или все-таки какой-то месседж важнее, чем эмоции? Понятно, что желательно сохранять золотую середину. Смотри, есть две крайности. Во-первых, например, эмоции, они могут здорово вредить человеку. Потому что эмоции же, они разные, он не может выходить с одними и теми же эмоциями каждый концерт. Иногда он более нервный, иногда он там более спокойный. И порой бывает, что эти эмоции во вред. Могут пойти во вред пониманию там, человека. То, что, допустим, он может просто неправильно воспроизвести месседж.
если будет предаваться эмоциям. А есть еще другая тема. Месседж правильный, но очень хреново с эмоциями у человека и с выразительными средствами. И вроде месседж он там передает безукоризненно, топорно, я просто не буду называть, кто это делает, но, эмоций бы побольше настоящих. Вот, да. И поэтому здесь нужно соблюдать баланс, опять же, как в любом. То есть я не думаю, что что-то доминировать должно из этого. Тут должно всего быть поровну. Ты счастливый человек? Да, наверное. И почему? У меня все есть. Вот. Все, что нужно, и все, что не нужно, там... все, что мне надо, все, что мне еще надо, я это все возьму скоро. Поэтому так. Просто, опять же, если брать мещанское понимание счастья, да, то оно мне как-то все равно не близко, потому что это что-то такое эфемерное, жидкое, там, непонятное, желеобразное такое оно какое-то. Там это сидеть дома, там, у тебя торшер, там, паласик, там, хавки полный холодильник, а по телевизору «Поле чудес», а после «Поля чудес» будет там хороший артист, там, Лев Лещенко, там, или Стас Михайлов. Вот. И у тебя там еще что, внуки пристроены, дети пристроены, свой огород там и возможность путешествовать раз в год в Сочи. А это плохо? Это кому-то это нормально, да. Мне такой вариант не особо нравится. Мы просто сейчас в пример привели крайности, а вообще... Это просто такой стандартный вариант счастья, вот о чем думает там человек. Мещанство это плохо вообще? Это нормально, это просто для кого-то такой вариант жизни нормальный. Просто да, есть люди, для которых важнее там дух, для кого-то тело. И для кого-то важнее творчество, для кого-то важнее стабильность. И я стараюсь не осуждать сильно сейчас тех людей, которым важны торшеры и паласики. Они этим живут, и им нормально. А мне-то что? Вот у Чижа было. Он не жалеет ни о чем. Он держит дома 6 альбомов ГО и 5 альбомов БГ. Вот как ты к таким людям относишься? Да нормально, люди как люди, да и все, господи. Нету там ничего такого страшного. Там. Ничем он не отличается, этот человек, от какого-то святого безумца или от какого-то великого воина. Там. У него просто своя жизнь, и все. И он там в своем счастлив, в своем хороший, ему там куда-то не надо, в другую сферу. У творческого человека у него там другая жизнь чаще всего. Она менее рациональная, менее стабильная в плане вот именно каких-то достижений, которые он может продемонстрировать мещанину. Потому что, да, все равно там ты можешь быть чуваком с мировым именем, там, но при этом у тебя могут быть скромные запросы в плане материального достатка, и люди будут удивляться, как так, у него даже там машины нету, что за человек такой, идиот, куда он деньги девает там или прочее. И так для творческих там наоборот, для них кажется, что мещанская жизнь это прям что-то такое совсем лишенное радости. Вот. Но там тоже есть свои радости, своя вот эта парадигма, своя вот эта вертикаль роста. И просто это отдельная реальность абсолютно. И поэтому так. Я стараюсь все там сильно не осуждать, потому что кому-то там хорошо. Вот и все. А мне в ней не особо прикольно, потому что там я не нахожу там своего. Ничего там. Вот именно того счастья, которое мне нужно. Потому что я когда там реально вижу там, чем живет человек, там вот у него там ремонты 5 раз в году делает там дома, покупает какие-то там в кредит там всякие штуки, там типа автомобили и там прочее. Я вообще не понимаю, зачем это надо, честно. Я могу ходить там в одних кроссовках весь год вообще. То есть зимой даже. Но я зимую на Шри-Ланке. Вопрос совмещенности. Да. Так вот, да, а в представлениях людей я дурак какой-то. Как так? Как ты можешь там зимовать на Шри-Ланке, тратить такие бешеные деньги? Это, кстати, интересный вопрос, потому что не считаешь ли ты, что вот этот осознанный, как сказать, новый, что это какое-то новое мещанство, когда люди делают вот не так, как это принято считать мещанство, но на самом деле это тоже мещанство, когда люди уезжают, допустим, на зиму в теплые страны, когда они тратят деньги чисто на путешествия, в таком ключе. На путешествия часто где-то 90% людей, которые тратят деньги на путешествия, это те люди, у которых первичная пирамида потребностей, первичный пункт решен. Да, у кого там уже не надо на ипотеку суетиться, еще где-то что-то там подрабатывать. У кого есть возможность вернуться в теплый дом, те начинают активно путешествовать. Но опять же, путешествия бывают разными. У кого-то они там, это all-inclusive, курорт, и ты лежишь там и объедаешься. А у кого-то путешествие, это, например, там столкнулся с дикими львами где-то. У меня друг там, он на Шри-Ланке как раз ехал, он от гепардов
уезжал на мотоцикле. Тоже, гепарды тоже были на мотоцикле. Да. Попал он в какую-то глухую деревуху и нашел там чувака, который понимает русский язык. И вот с ним говорит. И вот его так мотало по всей Шри-Ланке. Поэтому путешествия тоже могут быть разные. И они тоже могут быть такого не мещанского формата. А так, ну, в целом, за себя могу сказать, что мне там, чтобы увидеть за границу, мне приходится работать целый год. Вот, и я там просто реально откладываю, и вот оно так получается. Другой человек, он просто отложил бы это на какие-то другие вещи там. Он, ну, может быть, купил себе там что-то из вещей там модное, или телефон какой-то такой поновее, там, айфончик какой-то. А я с кнопочным ходил до последнего времени. Вот. Если бы мне там моя женщина не подарила мне такой телефон, я бы, наверное, так ходил бы с этим кнопочным, мне с ним нормально. Вот, и все. Ну что ж, спасибо за интересную беседу. Тебе спасибо. Надеемся, что ты приедешь к нам еще. Да посмотрим. Посмотрим. Соргор биһиги кораппытыгар тохта сылыллах үчүгэй сох курдук. Ол эрен эйигин хахан багар өйүр табарыстарын манна баалар. Дойдугар да сылжан ан дойдону кытары теңге билсе олорок кысып. Манна арас элбе хайгага бәйін кыйккын көрдөрө хүнсөп. Олоққор ханнык солу тутухарын бәйігіттен тутулуктах. Экономика онна менеджмент Восточно-Сибирская института